Не только розы и ромашки, но и олеандр, бугенвиллея и гейхера. Далеко не каждый готов отдавать часы на уход за растениями. А вот победители конкурса «Фестиваль цветов» посвящают этому делу не только время, но и силы и средства. Каждый сад – это уникальное произведение искусства. А Зальянова из Карабуака создала во дворе аккуратную композицию. Цветами она занимается уже порядка 8 лет. Труд высоко оценили, а Зальянова заняла 3-е место и получит 150 тысяч рублей. Папа очень любил заниматься вообще в земле, и ко мне перешло это, это хобби для меня. Мне этим очень нравится заниматься. Я успокаиваюсь, всю отдачу отдаю в свой палисадник. В этом конкурсе мне уже несколько лет мои знакомые подружки говорят: давай, говорят, отправь, чтобы ты участвовал в конкурсе. И даже вот мне написали в этом несколько месяцев, месяца 2, по-моему, месяц. Подай заявку, обязательно участвуй, у тебя все красиво, вдруг получится. И я решила неожиданно быстро в торопях сдать документы. А вот Аза Корьгова из Гамурзиева организовала на участке комфортное место для семейного отдыха. Беседка в тени, фонтан, цветы по всему двору. Организовывать пространство она начала еще 4 года назад. Ее сад фестиваля признали 2-м по красоте. Все молодое тут. У меня вот мангал есть, шашлык делаем, часто друзей, родственников приглашаю. Сидим. Вообще-то ночью, вот вечером бывают все гирлянды, вот фонарики, все тут светится, очень красиво бывает, отдыхаешь хорошо от души. Победа для Азы Корьговой стала неожиданностью. Участвовать в конкурсе она изначально не планировала и не верила в свои силы. Но все же Аза решила попытать удачу. Не зря. Теперь она получит 200 тысяч рублей, которые хочет направить на благие дела. Вот мне позвонили, вот родственница. Позвонила, сказала: почему бы нет, почему бы тебе не записаться? У тебя же красиво все. Думаю, сколько дворов. Не буду я участвовать, не получится, не пройду я все равно. Нет, все равно, а вдруг повезет. На первую очередь это закат Ялшида. Какую-то часть, наверное, отдам, а потом посмотрим. Я просто не ожидала все это. Победительницей фестиваля цветов в этом году стала Джульетта Тутаева из селения Барсуки. Она получит 300 тысяч рублей. Садоводству женщина посвящает немало времени и при этом успевает самостоятельно воспитывать детей. Про конкурс я в прошлом году еще слышала, но узнала об этом поздно. Если честно, как-то даже в голову не приходило участвовать. Хотя потом многие родственники мне говорили: ты же все равно целыми днями занимаешься этим садом, вся твоя жизнь, 80% твоей жизни, говорят, в саду у тебя. Почему ты не участвуешь? Не знаю, как-то я не решалась. А в этом году уже все-таки обратно все начали тоже. Давай, участвуй. Как-то я решила все-таки. Во дворе Джульетты разнообразие цветов. Более 50 кустов роз, цветные гортензии, хвойные растения, магнолия, азалия. Начинала жительница Барсуков с нескольких растений еще около 10 лет назад. Сегодня это настоящий сад, где каждому цветку уделяется индивидуальное внимание. Чтобы не запутаться, Джульетта даже ведет специальный дневник. Все записываю, чтобы не было путаницы, потому что каждое удобрение у меня идет некоторые через 7 дней, у меня некоторые через 10, некоторые через 2 недели, некоторые месяц 1 раз. Каждому растению нужен свой подход, говорит Джульетта. Сегодня, допустим, с одним растением занимаюсь, завтра с другими, так вот чередую. Просто время уходит, а так, и, в удовольствие делаешь, поэтому я бы не сказала, что так тяжело, наоборот, расслабляюсь. Жители Ингушетии стали активнее заниматься своими садами и все больше хотят рассказать о них другим. В этом году число заявок на фестиваль цветов выросло почти в 2 раза по сравнению с прошлым – с 92 до 173. Конкурсная комиссия Минсельхоза посетила всех участников и выбрала лучшие сады. Критерии отбора были такие, что мы смотрели на разнообразие растеневодческой продукции, на креатив, на подход, на уход за растениями и по сложности растений. Данный конкурс создавался с целью, чтобы заинтересовать жителей республики, городов и сел, чтобы они оформляли свои дворовые и придворовые территории. Данный конкурс оправдал свою цель, и это мы видим потому, как у нас растет количество участников этого конкурса.
Конкурс-фестиваль цветов инициировал глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов еще в 2023 году. Первый год участие в нем приняли всего 39 человек. Сейчас почти 200 заявок. Помимо победителей, еще 7 финалистов получат денежную поддержку по 50 тысяч рублей. Общий призовой фонд конкурса – 1 миллион рублей. Торжественное награждение пройдет в октябре, в День труженика сельского хозяйства. Мария Макиева, Сулейман Костоев, Магаз 24.